Казахские рестораны должны быть в каждом регионе. Мишлен — это все-таки Европа, у нас абсолютно другой менталитет. А я вижу, что гастротуризм развивается в стране. Вы присутствуете. Возможно, но Ну, это вот это и опять-таки, есть современная казахская кухня. опять-таки Если наш уйти от этно-казахской кухни, курт — это казахский пармезан. Добрый день, уважаемые слушатели нашего подкаста. Онлайн-академия внутреннего туризма продолжает свое вещание, и мы сегодня собрали очень классный состав, который будет обсуждать такую очень вкусную тему. Вы, наверное, заметили по моей одежде. Это в поиск национальной идентичности, можно сказать. И не смотрите на то, что на нашем столе нету вкусности, а тема наша будет про гастротуризм или про туризм, который у нас зарождается, про вид туризма, который имеет очень много перспектив, и мы позвали для обсуждения такой очень интересной, такой даже, скажем, глобальной темы наших замечательных спикеров. Смотрите, у нас сегодня Канцев Артем, он бренд-шеф ресторана «Казак Гурме» и соавтор книги «Гурманская кухня Астаны». Вы, наверное, чуть-чуть расскажете об этом, мне очень интересно. Сиит Варошан, основатель и бренд-шеф ресторанной школы Рим, РИМ, да? Тоже расшифруете. Автор неоказахской кухни. И, конечно же, Нурпейсова Вероника, председатель саморегулируемой организации общественного питания Республики Казахстан. Добрый день, коллеги. Добрый день. Да. Мы все ратуем за то, чтобы туризм в стране у нас развивался. И вспоминая ваши тезисы о том, что туризм, он начинается именно с общепита, давайте поднимем сразу тему, проблему общепита в контексте зарождения гастротуризма и как понятийного аппарата гастротуризма. Он у нас есть, он у нас развивается в каком состоянии. Что такое гастротуризм в Казахстане? Слушайте, во-первых, это не проблема, а задача, которую мы должны решить. Если проблема, она никогда не будет решена. Я думаю, что слово надо дать нашему гуру, светиле Артему, который является папой, возрождающей национальную казахскую кухню во всем Казахстане. Добрый день, да, спасибо большое. Спасибо за приглашение еще раз, да. Столько много есть что сказать, а на самом деле, постараюсь очень кратко все выяснить. Когда мы открыли ресторан свой, в 2016 году, была такая идея, что казахские рестораны должны быть в каждом регионе. И в одном из регионов, когда я посетил, 17-й год, меня очень сильно задело. Я говорю, отвезите меня в ресторан в один. Меня привезли. Это была зима, февраль или январь месяц. В 8 часов вечера я к нему пройти не мог, потому что по колено было снега. Кое-как прошли, все официанты спали. Потом кое-как мы их разбудили, что-то начали они там готовить, разогревать микроволновку бурсаки. Понятно, что такая была стадия, да. Я сказал, что надо делать в нашем ресторане очень много, развивать региональной кухни, показывать, как надо выстраивать ресторанный бизнес, как привлекать людей. И наш ресторан проводил очень много ужинов региональных, с Карагандинской области, с Туркестанской области, с Восточно-Казахстанской мы проводили, с Мангыстау, очень много я обращался там. И что-то было, какое-то движение, этим очень радовался. Но было какое-то странное непонимание со стороны регионов. Они вообще не понимали вообще, что я делаю вообще, для чего это вообще, какой регион. Я приглашал людей, гостей, мы затрачивали огромные деньги, эти ужины были понятно, что они неокупаемые. Я говорю, приходите, посмотрите, хоть что-то надо делать. Потом это все прекрасно. Видимые ужины прошли не просто так, недаром, да, начали открываться рестораны. В Шымкенте открылся ресторан, в Алмате хороший ресторан, на Востоке открылись. Сейчас очень много хороших ресторанов. В Актюбе открылись, в Актау открылись. Но они такие пока единичные, по одному, по два, но это время надо пройти. Потом люди стали уже гордиться. Рушан Галиевна всегда говорила, мне очень нравилось, надо развивать наше казахское гостеприимство. Казахское делать модным, да. Да, это первый раз я услышал, и очень эти слова прям мне действительно, потому что у нас есть чем гордиться, и это надо развивать. Есть своя кухня, да, это не только определенные какие-то
блюда, которые у всех на языке и которые там готовятся в определенном случае. Но у нас богатая земля, огромная, в каждом регионе есть свои специфики. Поэтому в данный момент я считаю, чтобы развивать ее, необходимо... Понятно, что много регионов у нас. Немножко, может быть, я туда не туда правильно, не совсем правильно пошел, потому что мало отличий. Условно, понятно, да, что Северо-Казахстанская область, кухня Северо-Казахстанская, что такое кухня Северо-Казахстанской области и что такое кухня Кустанайской области. Ну, они очень похожи, да. Но если взять регионально север, то, наверное, она будет отличаться от И от запада, востока. да, и от востока, и от центра, и от юга. Поэтому одно из предложений надо вот сейчас... Разграничить нашу страну на регионы, на регионы. в которых различная кухня. Да, можно я это говорю, да? И поэтому необходимо сейчас, вот благодаря тому, что сейчас рассоединилось туризм и спорт, я думаю, что есть шанс поддержать региональные кухни. Тем самым, когда региональные кухни проводить, там можно какие-то фестивали. Это же не просто говорится о том, фестиваль один раз в год провел и все, неправильно это отношение к этому. Это надо проводить десятилетиями, понимаете, чтобы все заинтересованы. Это же не просто заинтересован, допустим, кто-то один частный бизнес. Нет, так невозможно развить. Это должно быть заинтересованы все. Это условно там правительство должно быть, акимат, министерство. Да, туризма, потом Министерство сельского хозяйства, потом очень много мелких производителей, которые будут сейчас очень классно стали развиваться маленькие такие крафтовые хозяйства, которые и производят сыроделие, колбасные изделия, мясная продукция, какие-то овощники, и стали теплицы открываться. Это все индустрия. И вот когда индустрия у нас полностью в стране заработает, полностью глобально, когда туризм, вот эти производства, все вместе, сервис. И вот тогда будет уже выстраиваться на какой-то уровень определенный, как говорится, гастротуризм. Потом очень важно, я постоянно путешествую по стране, по нашей. Что в первую очередь, куда мы приходим? Вот мы приезжаем просто. Я иногда часто прилетаю в Туркестан. Куда я в первую очередь иду? После заселения это обычно куда поесть. Поесть, но я еще иду куда? На рынок. На рынок, да. Вы представляете, какая мощнейшая атмосфера на этом рынке, историческая, да, вот этот старый рынок. Там чувствуется, там глаза закроешь, и кажется, что тебя на 300 лет назад переносит. Да. Но в каком состоянии? В каком состоянии рынок Уральского, это там 5 лет назад был, 4 года назад. А какое состояние рынок там Шымкента? Вы там были когда-нибудь? Там же, это я не понимаю. Это жемчужины, вы понимаете? Жемчужины, этими рынками надо гордиться. Великого шелкового пути. Великого шелкового пути. А мы что? Туда невозможно зайти. Там есть комната, вы знаете, Рушан Балин, как называется комната страха в Европе? Музей. Комната смеха. Вот там бараньи головы непаленые продаются или еще что-то. Это же вообще невозможно. Так, не знаю, это совсем по-другому. В том, что нет хаспа в Казахстане. Вы знаете, я бы коллега Артем Владимирович, я бы добавила, замечательно вы сейчас это все подчеркнули, да, но мне кажется, как специалисту, все-таки нам надо четко разделять гастротуризм на сельский и городской. Вот Артем Владимирович, он представитель городского туризма, гастротуризма, да, где он авторскую кухню свою готовит, да, и презентует, и угощает. То есть городской туризм, он через рестораны познается для туристов. А вот сельский, и я бы тоже, наверное, сейчас уделила бы внимание, я бы хотела сказать, что мне, например, я вижу, что гастротуризм развивается в стране, и я, например, сама пользуюсь этим туризмом, вижу какие-то туроператоров, компании какие-то, да, туристические, которые предлагают поездку, например, там Соколиные горы в сторону там Павлодара проехаться, да, а по пути заехать в какую-то мастерскую или там в какую-то там, я не знаю, там сыроварню какую-то, да, познакомиться с мастером. Вот это и есть
гастротуризм. И это очень радует. И не только там вот в плане сыроварни. Я знаю много у нас таких крафтовых небольших организаций, предприятий семейного бизнеса, да, в плане, которые действительно занимаются такой вот гастрономией, за счет которой можно привлекать туристов. Это очень здорово. Почему? Потому что здесь идет органическое сырье, органическая продукция. Я бы хотела сказать, что смотрите, я, например, когда вот тема была затронута гастротуризма, мне сразу в память вот пришла такая, знаете, вот история интересная. Я приехала в Швейцарию, и когда меня повезли там на гастротур, вот, да, по стране, вот, и знаете, я была удивлена тому, что меня привезли в какую-то вот небольшую такую ферму молочную, да, где производят сыры. Сыр Ля Груе, это известный швейцарский сыр, да, Ля Груе. Там есть музей этого сыра, тут же коровы водятся, да, где-то там на лугах альпийских. И тут же был ресторан. То есть мы ознакомились с производством сыра, посмотрели, продегустировали. Вот это и есть гастротуризм. Ознакомление с какой-то монопродукцией, да, вот этой страны. А потом мы пришли, когда в ресторан, и вы знаете, да, мы попробовали там фондю, то есть национальную кухню мы поели, были очень довольны. И вдруг мне вот мои сопровождающие говорят, вот сейчас будет самая такая, знаете, вишенка на торте. Вы сейчас попробуйте самый лучший десерт Швейцарии, который гордятся вообще жители этой страны. Ну, я в ожидании этого десерта, я думаю, наверное, сейчас шоколад, наверное, что-то такое, что, ну, прям вау будет. На самом деле, официант принесла нам в вазочки сливки, свежие сливки, клубнику и сахарную пудру. Вы знаете, да? И я сначала так посмотрела, думаю, ну где же этот десерт? На самом деле это и есть гордость швейцарцев, потому что клубника органическая, сливки, вот они коровы, да, водятся рядышком, вот подоили, вот они сливочки, там получили свежие сливки, пожалуйста, кушайте. И вы знаете, они не с такой гордостью это преподносят. И попробовав этот десерт, я вспомнила свое детство. Моя мама тоже там сепарировала молоко, да, отделяла сливки, и мы всегда кушали эти свежие сливки, и, знаете, разве что только пудру нам не подавала, а клубника всегда у нас в огороде была. Вот. И в итоге я посмотрела, я вспомнила свое детство. Ведь, смотрите, получается что? Получается то, что мы это не можем оценить и преподнести миру, органический наш продукт, да, вкусные сливки. А вот целое государство, это, как вот вы говорите, туристический бренд гастрономический, да, они его возносят в ранг бренда страны. И они гордятся тем, что это натуральные сливки, потому что, уже видите, в мире не остается натуральных продуктов. Вот. И все-таки, пока мы живем в достойной стране, пока у нас есть много продуктов органических, мы можем гордиться этим. И мы, специалисты, в свою очередь, тоже не сидим сложа руки, тоже носим в лепту в это дело и изучаем наши национальные продукты, что-то из них производим, что-то и готовим, что-то и открываем, делимся со своим профессиональным сообществом, кому эта тема интересна. Вот. И я думаю, что еще вот один, знаете, такой интересный пример из жизни. У меня был коллега из Франции, шеф-повар француз. Вот. И мы когда разговаривались, он говорит, я сейчас приготовлю французское блюдо из картофеля, это вот прям фишка французской кухни, картофельный гратен. Ну, я опять в ожидании думаю, наверное, это что-то будет там прям, знаете, что-то такое из высокой кухни. На самом деле, это обычный картофель, который был запечен в сливках натуральных, разве что только мускатным орехом, да, присыпанный. Вот. И когда он его приготовил, подача была, конечно, изумительная. То есть он ее в формочке, индивидуальная подача, да, подал его там к стейку и так далее. Вот тогда я, когда попробовала этот картофельный гратен, опять в памяти вернулось детство, когда мама, тот же свежий картофель, который в огороде у нас всегда рос, вот, она его готовила для нас и очень много сметаны домашней, да, ложила. Вот, я говорю, поэтому получается, что мы, оказывается, тоже это все имеем, но мы просто это не вознесли еще в ранг такой национальной нашей кухни, мы не можем это преподнести как бренд. На самом деле французы тот же картофельный гратен, они его вознесли как национальное там блюдо, да, из картофеля.
Вот. И что еще я хотела со своей стороны сказать? Вот мы специалисты, когда разрабатываем нашу казахскую кухню, да, нам недостаточно агропродуктов, агрокультуры нашей недостаточно. Картофель, красная морковь, допустим, да, у нас есть капуста, свекла. Ну, 100 лет мы видим эти одни и те же овощи. На самом деле, вот мы с Артемом, когда были вместе, да, в поездке деловой, мы изучали разновидности овощей, разновидность там корнеплодов, клубнеплодов. И вы знаете, ведь очень много земли, очень много возможностей возрастить ту же морковь, но несколько сортов, понимаете, да? А мы бы уже с радостью готовили бы очень много изысканных блюд вот именно из нашей моркови. Фиолетовая, там, цветная морковь, там еще какая-то морковь, да? Ведь есть же возможность агрокультуре нашей все-таки, как сказать, выращивать для государства, для страны, для народа новые какие-то овощи. Ну, та же капуста, этой капусты тоже там 25 видов, наверное, есть, да, вот, хотелось бы, чтобы больше нам, кулинарам, была возможность интерпретировать, творчески работать, создавать, что-то делать наше национальное, и, конечно, мы бы с радостью этим позанимались. Но, конечно, я знаю, что у нас есть специалисты хорошие в стране, которые тоже в этом плане работают, и неплохо получается вот у многих моих коллег. Я хочу сказать, что это недостаточно вот в масштабе нашего государства. Конечно, хочется, чтобы сельский гастротуризм развивался, да, и параллельно развивался городской гастротуризм, чтобы когда туристы приезжали в столицу, они могли выбрать несколько ресторанов, пойти насладиться разными вкусами нашей национальной казахской кухни. Что хочу сказать по своей национальной казахской кухне, она у нас заслуживает внимания, вот, мирового изучения даже. Почему? Потому что я сама я вообще адепт здорового питания, да, и когда разрабатываю вот неоказахскую кухню свою, я в первую очередь придерживаюсь правил вот именно здорового питания, потому что очень много туристов сейчас, да и вообще очень много людей, которые следят за своим здоровьем, да, и изучают даже кухню через призму национальной кухни, допустим, нашей страны, когда приедут туристы, гурманы, которые хотят попробовать нашу национальную кухню. Конечно, хотелось, чтобы в свете вот современных требований, да, чтобы национальная кухня новая, да, уже, она соответствовала всем современным требованиям именно да, современной кухни. Раушан Ханым, смотрите, я озвучу, здесь у нас нету, к сожалению, туроператоров. Я вот недавно делал звонки и туроператорам и узнавал о том, насколько вот иностранцы предпочитают нашу национальную кухню, точнее, какие блюда они вот выбирают в наших ресторанах и так далее. И очень услышал для себя удивительные такие, скажу, факты о том, что те иностранцы, которые приезжают в Казахстан, это в основной массе сейчас из азиатских стран, Индия, арабские страны, китайцы, они казахскую кухню пробуют, но второй раз, оказывается, уже не готовы. Не возвращаются. Да, не возвращаются. При этом основные потребители казахской, национальной кухни – это европейцы, половина, и в основном это СНГ. Страны СНГ, вот те, кто основные наши потребители. И вот это особенности, наверное, вкусовых каких-то предпочтений, да, азиатских стран. Им надо постоянно острее. И в этом плане у нас есть ли адаптивность нашей кухни под запросы туристов? Или у нас какая она есть, какой ее мы видим, такую мы должны? Ну, вы знаете, я думаю, что вот развитие гастрономии вот казахской, да, нужно его, наверное, уже вот институционально подходить к этому. То есть там 1, 2, 3 человека, специалисты, которые на всю страну что-то хотят сделать, это не решение, да. Вот тут действительно нужно масштабно, глобально подходить и собирать специалистов, ученых страны, да, и над этим работать. И тогда гастротуризм будет развиваться. То есть нужно привлекать, я вот знаю тоже по регионам, когда по своей работе езжу, я очень много встречаю интересных вот людей, которые, знаете, живут далеко в регионах, но занимаются таким интересным производством, да, и вы знаете, так интересно, я смотрю, но они, если бы им дать поддержку, да, дать им какое-то научное обоснование, какое-то вот, знаете, просто вот психологическую какую-то поддержку, обучение чуть-чуть дать, и вы знаете, это получается, ну, классное такое крафтовое, интересное место, куда можно привозить туристов. Да. Касательно вашего вопроса хочу ответить. Да, конечно, мы подстраиваемся под вкусы. Объясню почему. Потому что у нас один и тот же продукт в разных регионах подается по-разному.
Даже тот же, если взять наш бишбармак любимый и родной, то там где-то в Алматинской области он подается там с перцем, с болгарским и так далее, на севере он подается совершенно по-другому. Для гостей тоже естественно, что можно и по солони, и по перче и так далее. Касательно того, что говорил господин Канцев про свои гастроужины, это не просто так, это было именно возрождение национальной казахской кухни, потому что казахская кухня это не просто каурдак и бишбармак, это прежде всего кухня края. Касательно того, что Реке говорит, она очень правильные вещи говорит. Мы участвовали в конкурсе по всему Казахстану, мы выбирали ребят, учеников колледжей, которые именно национальную казахскую кухню готовить будут. Ну вот, допустим, ну что раньше как? Казахи утром проснулся, барана зарезал, в желудок забил всего барана, яму выкопал, сделал там, грубо говоря, сырне, да, если это где-то север, туда добавил пшеницу, если где-то это Кызылорда, добавил туда рис, Алматинская область, там всякие травки, муравки, которые в горах водятся, вечером домой возвращался, выкопал, вот тебе еда. У нас даже элементарный сырне не везде подают, и подают его не везде правильно, как оно должно быть, этому нужно обучаться. Казахи вообще у нас немногословный народ. Вот вы, допустим, знали, нет, что вот эти вот все приметы, вот эти вот все наши дастуры, да, на наши обычаи, очень много я слышала именно на этом конкурсе, когда мы по Казахстану ездили, и студенты просто делали невероятные какие-то блюда, возрождали вот действительно старую нашу национальную кухню. Допустим, когда жених приходил в дом первый раз к своей невесте, распарывали этот желудок, и мешочек предсердия, там должно было быть мелко нарубленное мясо. Если он его не видел, он подходил к двери, 3 раза стукал ногой и ждал, пока невеста к нему подойдет. Если она не подходит, то все. В дом Кайнджурта он не возвращался, и такая жена ему не нужна, значит, его там не любили, не ждали. То же самое, девушка, когда приходила в дом, в первый раз в дом своего супруга, она приносила кисет с мясом мелко нарубленным, и там даже, говорят, были гранатовые вот эти вот как бы кровавые слезы отца. То есть это говорило о том, что она вот такая вот из классного рода, она уважаемая, ее отец очень сильно любит, ее ни в коем случае нельзя обижать, и там, чтобы она ноги кому-то мыла и так далее, такого не было. Поэтому очень много казахи говорили и говорят едой, но почему-то мы в последнее время настолько европезировали, что для нас суши, стейки, пицца гораздо дороже нашей родной национальной кухни, которую можно возродить. Понятное дело, что рецепторы во рту у всех абсолютно изменились. За последние 20-30 лет мы абсолютно другую пищу едим, нежели в Советском Союзе. Вот Реке очень правильно сказал, у нас там один вид сорт капусты, один сорт картошки и так далее. Но время действительно меняется. В нашей программе нашей ассоциации есть «Здоровая нация через здоровое питание», есть такой блок. И президент страны в сентябрьском послании очень четко произнес оттуда 2 вещи. Первое – это глубокая переработка мяса, и второе – это возродить обязательно теплицы. Но на самом деле я в Астане устала кушать 9 месяцев подряд пластмассовые помидоры. Мы вырабатываем органический мусор. Каждое заведение общественного питания, у нас сейчас 75 тысяч по стране, примерно около 75, примерно 20 килограмм в день. Вы представляете, да, какой это объем? Мы эту органику можем перерабатывать мотылями, неважно чем. Получается у нас корм для птиц и рыб. Мы аккумулируем эту энергию и перерабатываем ее для того, чтобы выращивать помидоры и огурцы. Абсолютно очень легкий процесс, который можно сделать, государство может помочь предпринимателям. Мы, наконец, начнем кушать здоровые продукты. Вы же понимаете, что у нас диабету сейчас 4 года официально. Раньше, 10 лет назад, диабету было 50-60 лет и так далее. То есть вот на эти все вопросы очень правильно коллеги говорят о том, что нам нужно наше здоровое питание. Ой, да ну каймак, ой, да ну этот курт. Курт – это казахский пармезан. Это вот слова господина Канцева, и это действительно так оно и есть. Мы делаем великолепные баурсаки с рымшиком. То есть это все нужно возрождать, и этим всем нужно гордиться. Есть чем гордиться. Когда у нас был недавно форум G10, российские коллеги приезжали в Алмату, по ресторанам ходили, они просто изумлялись нашей кухней. Далеко ходить не будем. Астана. У нас всего 3 заведения, где можно покушать сырне и где можно покушать бишбармак. Давайте не будем путать понятия. Национальный ресторан – это не плов, это не лагман и так далее. То есть это наша исконная кухня. Допустим, вот Артем мне рассказывал, кухня Боровского края, да? Это грибы,
Это великолепно, это рыбка пелеть, это ягодки. Точно так же там кухня Балхаша, это что? Это рыба. В 18 веке Казахстан прославился нашим кукталом. Его зарегистрировали, запатентовали в Европе. Почему? Это наше национальное блюдо. Точно так же бешбармака, кумыс. У нас саумал в Казахстане не популярен. В Европе он продается в аптеках, и люди в очереди за ним стоят. Почему мы не ценим свое? До тех пор, пока мы не будем свое ценить, мы не сможем правильно научиться развивать нашу казахскую гастрономию, наш казахский туризм. Нам лучше поехать в Италию посмотреть Милан, чем поехать на ту же Босжиру, чем поехать, вот как вы тоже говорили, там, на горы Соколины. Обожаю Мухтара Тойбазарова, который там, допустим, доказал, что из гор Алтая вода спускается в реки и попадают эти воды в Северно-Ледовитый океан. Он историк, он плюс еще и занимается гастрономией, он такие невероятные вещи говорит. Это нужно все делать, это нужно возрождать. Очень многие, допустим, почему фиолетовые марты в Казах Гурме? Потому что это фудпейринг, потому что Артем для экспатов, как вот вы говорили, доводит до вкуса так, чтобы они могли вкушать эту пищу и наслаждаться ей, чтобы они понимали тонкости, да, вот этого блюда нашего национального казахского, но не такого жирного, да, условно говоря, там, не такого калорийного, да, то есть вот этим всем занимаются люди, но единично, этих людей нужно, я не знаю, канонизировать. Артем Марченко, Мухтар Тойбазаров, та же Айгерим Мусагаджин. Это люди, вот, которые действительно, помимо Канцева Артема, возрождают национальную кухню и стараются ее поднять на мировой уровень. У нас в ресторане Казах Гурме, национальном ресторане, или там в Сандыке, ну неважно, любые наши, очень дорого кушать. Почему? Потому что там используются только натуральные продукты, которые действительно стоят очень дорого. Нам сейчас ничего не стоит, как Рике правильно сказала, дать какие-то правильные субсидии. Элементарно людям объяснить, что такое хасп, что такое санпины, для того, чтобы они могли в своих маленьких домашних хозяйствах, как Рике правильно сказал, крафтовых, да, ну, на обычном русском это просто домашние маленькие хозяйства, делать это качественно, правильно, согласно нормам так, чтобы мы могли эту продукцию покупать. А не просто в сепараторе и в чулок повесил. Ну, понятно, там неизвестно и сальмонелла, и все что угодно может быть. Мы должны это внедрять в массы, мы должны обучать этому и передавать этот опыт нашим детям, внукам и правнукам. Иначе, ну, мы просто останемся без нашего достояния. Да, спасибо за такой содержательный экскурс по освещению этой темы. Я хотел вот нашим зрителям сказать, что у нас сейчас вот готовится модуль по именно гастротуризму, по тонкостям этого вида туризма, о том, как можно начать этот бизнес. И вот обучающий курс, он будет доступен, а этот подкаст как бы раскрывает эту тему достаточно глубоко. Тем не менее, теперь есть задачи, которые нужно выполнять. То есть в первом приближении нужно как раз-таки выезды делать в агросельские местности. Да? У нас практика была по развитию агротуризма, как раз-таки мы обучали местное население именно каким-то вот базовым понятиям туризма, то есть в маркетинговом плане, как принимать, какой сервис примерный надо минимальный ставить, чтобы принимать ну, и казахстанцев, и иностранных гостей. То есть здесь и... Вы уже ушли слишком глубоко. Надо дать базу элементарно, чтобы предприниматель, ну, условно говоря, фермер, да, в каком-то регионе, не боялся СЭС, ой, бай, куда сахтасын СЭС скелет, а штрафует. Нет. А чтобы он просто понимал, что и как правильно делать. Получал готовый продукт. Есть великолепная программа, там «Одно село, один продукт», вы, наверное, тоже слышали, да, у Асмара. И это тоже нужно развивать и внедрять, где-то войлок. Вот смотрите, в Японии есть маленький городок, где люди приезжают со всего мира кушать эту великолепную пеструю курицу. Там легенда про нее придумана, там 2 или там, 5 тысяч долларов стоит. Обычная просто пестрая наша сельская курица, про которую вот такую вот историю придумали. Мы находились на Великом Шелковом пути. Если на самом деле сейчас поднять эту историю, про каждое блюдо можно придумать
ну, в смысле не придумать, а восстановить ту легенду, почему именно это блюдо и такое. Пожалуйста, без проблем. Этим нужно, вот вы правильно, Реке сказала, нужно монопродуктами плюс привязывать сюда и туризм. То есть вот в этом месте вот такое вот волшебное блюдо, а вот там вот туда на ту гору пойдешь, или там вот там такая-то речка и так далее. Вот в этом озере там Балхаше там такие невероятные караси, там, а это на самом деле бывшие золотые рыбки и так далее. Людям нужно давать не просто покушать, а нужно, то есть мы уже давным-давно в ресторанах не продаем еду. Мы продаем эмоции, ощущения, сервис и так далее. Так нам нужно еще и продавать эмоцию, в которую мы будем погружать наших гостей в историю нашей страны, нашего края. И давать продукт именно локальный. Вот это очень важно, понимаете? А после этого уже маркетинг подключать, сети, букинги и все остальное. Да, я вот хочу добавить, вот если вернуться к теме гастротуризма, да, у нас же сегодня тема гастротуризма, развитие гастротуризма в Казахстане, да, я бы вот, знаете, я бы, наверное, прям вот привлекала бы туристов в курортную зону Боровое. Вот, сезон грибов, да, вот он сейчас идет сезон грибов, как раз вот этот сезон не упускать для туроператоров, да, там, а именно в этот момент приглашать туристов, чтобы вместе собирали эти грибы. Там же можно было мастер-класс по приготовлению этих грибов, там, замариновать их, там, заготовить и консервировать. Да? Фестиваль, да? Супер. А здесь хотите скажу один подвох? Эти туристы не смогут вывозить эти грибы из Казахстана. Мы, по сути, даже этими грибами не можем пользоваться в соседнем городе. Почему? Потому что у нас нет сертификата происхождения на эти грибы и сертификата качества на эти грибы. Да, у нас с 1 января 2025 года начнутся штрафы. То есть, ну не то, что штрафы, мы обязаны будем использовать только сертифицированные продукты. То есть, смотрите, рукколу казахстанскую по 4000 тенге я не смогу использовать, на нее нет 2 сертификатов происхождения и качества, но смогу использовать израильскую за 12 тысяч тенге. Вопрос государства. Первое, где казахстанское содержание, а второе, о каком вообще доступной гастрономии мы можем говорить? То есть вот Реке, Артем, они говорят очень правильные вещи, как кулинары, как люди творящие, да? Но я говорю как ассоциация о том, что есть проблема, не проблема, задача, которую необходимо решить здесь и сейчас, для того, чтобы предприниматели могли использовать наши национальные родные продукты. Щавель, пожалуйста, ревень в горах, ну, опять-таки, сертификат происхождения, сертификат качества. Помогите. Хорошо, Я думаю, наверное, это вопрос такой, да, знаете, будет... как бы не в тему, да, я думаю, Вероника. Все-таки речь идет о развитии гастротуризма, да, и мы как специалисты, наверное, должны помочь казахтуризму, дать какие-то направления, да. Я об этом и говорю. Да. Лицензирование Проблем одной всегда травки много. 1 200 000 тенге. Ну, я думаю, что... Поэтому туристы, приехавшие в Боровое и собравшие грибы, не смогут их вывести. Я об этом говорю. Вот, я поэтому и говорю, что нет на этого туризма. институциональном уровне нужно решать эти все вопросы. То есть это нужно государству действительно погружаться в эту тему, потому что, говорят, питание это определяет уровень жизни народа, да? То есть через питание можно познать культуру народа. Вот. Еще в 1986 году академик там, американского университета говорил, что кулинарный туризм, он будет жить, он должен быть, потому что именно через гастрономию люди познают культуру народов. Совершенно Вот. верно. Я была по своей работе тоже в Боровом, земляничная поляна, вот есть такая курортная зона замечательная, вот, где, вы знаете, просто вокруг, когда вот сезон земляники, вокруг просто ступить ноги негде, потому что настолько все усыпано поляна действительно этой земляникой. Это же редчайшая ягода, на которую действительно туристов можно приглашать, собирать эту ягоду, варить, допустим, варенье, да, и с собой забирать. Вот он гастротуризм. Но я об этом и говорю, что, к сожалению, сейчас мы не можем ее с собой забирать. Поэтому я говорю, что в казахтуризму нужно поднять этот вопрос на республиканском Да, уровне. вашими устами, я думаю, эти моменты нужно озвучивать до А так у нас министерств. абсолют ревень. Это уникальнейший продукт, которого аналога может быть, ну, Он в двух занесен в странах Красную мира. книгу, и пользоваться Конечно. им тоже нельзя. Да, то есть использовать Он его у в нас на кулинаре даче запрещено. растет. Ревень. В Алмате на даче у нас растет. Я могу сказать, ревень мы с Израиля покупаем по 12 тысяч тенге за килограмм. А у нас на Представляете? даче в Потому Алмате что- растет. Да. Ну, я бы еще, У вас знаете, что что еще растет добавила? на Вот даче? национальный продукт наш кумыс, да, это вот гордость нашей национальной кухни, вот. Но здесь тоже такой вот вопрос интересный, когда
Вкусовые рецепторы, понятно, у всех разные, да, новый продукт, новый напиток, когда приезжают туристы, мы пытаемся им предложить этот кумыс, подать его, мы все прекрасно знаем, насколько он полезен, какая у него высокая питательная ценность, это ценный прям вот напиток, действительно прям вот гордость, но на самом деле пить его невозможно, потому что у него повышенная кислотность, Да. вот, и, конечно, здесь опять встает вопрос, ведь с наукой опять можно подружиться, познать, как все-таки снизить кислотность этого кумыса. Я, например, в своей практике пробовала это делать, и получается замечательно. То есть я брала кумыс промышленного, причем производства, которым масло завозится там в столицу нашу, да, брала вот бутылочный кумыс и пробовала снизить, брала pH-метр, замеряла его кислотность в одном состоянии, потом брала еще какие-то другие продукты, разбавляла его какими-то продуктами. Я видела, что на какие-то миллиметры pH у нас снижается. Вот, то есть кислотность кумыса можно снизить. Недавно была тоже в поездке в городе Кызылорда, для себя открыла, когда вот у меня на моем тренинге был кумыс, и я стояла, смотрела, думаю, ну что же сделать такое, что вот прямо сейчас здесь показать людям, как можно пить кумыс в другом виде, да, вот, гораздо насыщеннее, полезнее, вкуснее, интереснее, в красивом бокале, там, со льдом, может быть, да, с подачей какой-то оригинальной, с подгарнировкой к этому кумысу. И я увидела кызылординскую дыню. Вы знаете, сорт дыни такого оранжевого цвета. Я ее тут же порезала, тут же в пюре превратила, соединила с этим кумысом. Кумыс получил такой немножечко оранжевый оттеночек. И вы знаете, это просто великолепный такой новый напиток получился. То есть соотношение 80/20. 80% кумыса, 20% пюре. Этого же местного продукта. И в итоге получается, этот кумыс можно подавать в разных вариациях, но он остается нашим, казахским. И я думаю, что есть возможность вот при развитии гастротуризма именно этим кумысом все-таки оставить этот бренд за нами, да, и за Казахстаном, и нам, специалистам, действительно развивать этот напиток на такой мировом масштабе. На самом деле хотела поддержать Реке. Дело в том, что у нас сейчас очень-очень сильно выросло вот наше барменское дело, так скажем, да. Ребята действительно творят и из кумыса, и из шубата, и алкогольные, и безалкогольные, невероятные напитки, и со всевозможными пюре их соединяют. И действительно, это действительно стоит попробовать. Очень много ресторанов и баров, где это подается. Артем, допустим, делает великолепное мороженое, то есть это просто бомба. Такого Да. нет нигде, только у него. Мы вот, кстати, насчет новых видов, ну, сочетания, да, и демонстрации во время наших выставок зарубежных, мы как раз-таки вот бармен-шоу делали, вот Артем Владимирович также привлекали на наши выездные ивенты и знакомились с нашей кухней и так далее. Вот меня интересует момент такой, вот есть такая замечательная книжка, она в нашей библиотеке небольшой есть, я вот заметил, «Казахтың ұлттық тағамдары». Вот ну, очень много забытых, скажем так, или непопулярных, по крайней мере, сейчас, да, этно-рецептов, где вы вот питаете вдохновение, где вот находите такие уникальные забытые вещи, вам кто-то подсказывает, или это поиски, или это вот какая работа вот ведется в этом плане? Ну, чтобы нашим слушателям, кто вот сейчас вот хочет замотивироваться или стоит в этом пути, чтобы от вас, вот, от мастодонтов услышать пример и начать это дело. Я продолжу разговор насчет кумыса. Вы говорили, что вы создаете бренд Казахстана, да? Идея создания бренда, ну, не может быть без еды, да? И национальный продукт, он должен вознесен очень высоко. Наши национальные продукты, их не так много, которые испокон веков мы делали, да? Это понятно по кумысу, вот кумыс. Я очень давно живу в Казахстане, да, я с малых лет. Я кумыс очень много пил, и сейчас очень в разных регионах пью. И я сталкивался с таким вопросом, что, наверное, в каждом каком-то такой ареал обитания человека, да, условно, да, в кавычках, у него есть свой вкус кумыса, правильно говорите? В Да? разных районах, да. Потому что у каждого своя там закваска. Вот. Но недавно, возвращаясь к тому, откуда я беру вдохновение, мне попалась книга вот примерно вот такая. Вот, такая пошарпанная, как вот 72-го года или 73-го года. Я читал про кумыс, прочитал уникальные вещи. Оказывается, кумыс, вот правильно, когда кумыс подают, его доят там молодые кобылицы 2-летние, это подают для молодых ребят. 3-летние кобылицы байтал, да, дают,
это для гостей дают. 4-летние дают там для батыров кумыс, представляете? Его не смешивают. Как в один кубе все сливается со всего там, зальются все, кобылиц непонятно, перемешают, потом закваску, да. И самый страшный кумыс считался с 5-летнего, да, с 5-летней, там 6-летней кобылы, это говорит, буянам давали, чтобы они там подрались за юрт, поборолись еще, или там еще. Поэтому, вы представляете, это такая история, это такой пласт информации про кумыс просто. Потом кумыс необходимо, я думаю, как-то сертифицировать. Да. Вот эти региональные, я считаю, что региональные фестивали региональных кухонь дадут стимул большой для создания своих каких-то стандартов сертификации своей продукции. Потому что у каждого это все свое. Да, есть восточный кумыс, да. Я сейчас провожу большое исследование в области кумыса. Я пробую там катонский кумыс, абайский кумыс, там с каждого района я заказываю, мне с каждого района привозят кумыс, я постоянно пробую. Знаменитый жанаркинский кумыс, все говорят, а ты знаешь жанаркинский кумыс, да? 28 видов жанаркинского кумыса привезли, вы представляете, 28 видов, я не знаю, с каждого дома. Они все разные. Они все разные. Абсолютно. Алматинский, казардинский кумыс, он вообще другой. Жирный Джамбульский кумыс совсем другой. Он весь разный. Поэтому я думаю, что необходимо как-то это все упорядочить, определить хотя бы какие-то, выбрать верхние и нижние точки и создавать вот этот бренд восточного кумыса, да, западного, там, может, какие-то нюансы. Это же примерно как во Франции, в Италии про вино. Да. То же самое Каждый про регион, сыры. да, Каждый регион, невозможно. Мне Да. кажется, производит своё вино. во-первых, да, стандарт, он должен быть общий, я с тобой согласна, но было бы круто, если бы у нас продавались и жанаркинский кумыс, и кызылординский, они абсолютно все разные. Пусть продаются. Нет, я к чему говорю. Вот как контроль идет вина в Европе, да? Идет контроль региона большого, да? Земли, Там огромной земли, урбанитет. потом там маленький идет там область условно, да, и потом непосредственно и само хозяйство. Может быть, взять уже готовую какую-то систему такую, И адаптировать, её адаптировать под Казахстану. нас. Это было бы круто. Второй, конечно, продукт – это наш курт знаменитый. На рынок придешь и думаешь, это игра у тебя какая-то, в наперстке какой-то, сейчас попадешь в кумыс, да. Какой курт ты возьмешь, такой или такой, или такой, или завернутый, там, поиграешь, так, хоп, взял, оп, победила, хорошо. Но это же тоже так нельзя, это тоже как-то должно... То есть вы имеете в виду, что человек должен понимать, к какому вкусу, вот, что он покупает? Производителей очень много, и определенные какие-то стандарты надо подводить, потому что Вот вы сами какой курт любите? Твердый, мягкий, копченый, не копченый? Куртов миллион видов. какие-то добавляют. Хотя, наверное, нельзя сейчас прям жестко этим заниматься, ну, надо как-то Нет, сертифицированные вообще должны быть, да. планомерно к этому, потому что я знаю, что добавляют муку очень много. Кто-то добавляет там и звездку, кто-то Крахмал еще, кто-то там, еще мел добавляет, добавляет, мел, крахмал. Ну, это очень много. Это нельзя добавлять. Ну, это понятно, что это. Поэтому вот эти национальные продукты должны быть. А то, что касательно, хотел высказаться, мне довелось побывать в гостях в Кургальджино года 3 назад. Меня встречали, и я говорю, ну как район живет? Там, он говорит, ну район хорошо живет, все нормально. Я говорю, вообще как он себя обеспечивает район? Ну, там часть там, датируется, не датируется. Ага. Я говорю, а кто Аким? Да, Акимов каких-то назначает, никто даже не знает. Какой-то один Аким, второй Аким. Акимов знает определенное количество людей, которым нужно знать Акимов. Да, ладно. Ага. На территории Кургальджино у нас шикарная жемчужина есть, да? Заповедник. Заповедник, потрясающий заповедник. Птицы прилетают. Есть музей, да. Я говорю, 100 километров от столицы. То есть затрачивается 1 час езды. В принципе, хорошая дорога. Да. Приезжаешь. Я говорю, у вас какие-нибудь там туры есть сюда, конечно, нет? Она говорит, да, в принципе, никто сюда не ездит, никто собой ничего не надо. Орнитологи со всего мира приезжают, Это, человек 10-15. это и такое всё, да. маленькое. Я говорю, а что нельзя, говорю, вот знаменитых фламинго, потом пеликаны прилетают, еще. Они говорят, они диких там не подпускают. Я говорю, ну, выделите какую-то землю. Подкармливайте этих фламинго, как в Дубае, чтобы они ручные были. Приводите людей туда, чтобы они смотрели, что фламинго вот так вот здесь водятся у нас.
заведите в музей, заведите, покажите фламинго, пеликанов, там еще живых, как там птицы и так далее. Шикарная, потрясающая рыбалка, там шикарные там щуки, там очень огромное количество рыбы. Можно там какую-то икру щучью производить, прям кургаджинскую, которая сейчас, икра щуки дороже, чем лососевая, Да, кстати. Там же можно подключить фермеров. Там, допустим, очень вкусная говядина. Вот я в одно время очень брал очень много хорошей говядины. Молоко хорошее. Также вот про то, что Аршан Валерьевна говорила, что там можно маленькие открывать лавки этих фермеров. Ну, в выходные дни это же можно делать и привлекать людей. Мне кажется, Астана уже... Иногда в Астане выходной день, и ты не знаешь, чем заняться. Но потому ты же... что все идут в Боровом космос сцены, действительно, можно и Кургальджино, и Зеренда, и вокруг Ну, куча чудесных это вот мест. рядом, ты же приехал, Каркаровинск. да, ты приехал, там стоит какой-то ресторанчик, допустим, куда-то можно приехать, там, а Пашкины баурсаки поесть, правильно? Вот это вот семейные баурсаки, обычные, сметану, Кстати, вы каймак знаете, что у нас покушать. баурсаков одних более 1000 видов? Ну, в Вчера, этой книге я тоже почитал. вчера уже. у Артема кушали, помнишь, да, у нас был гость один с России, и он говорит, говорит, у вас баурсаки, говорит, не как без дырочки, он говорит, я воздух не продаю. То есть, видите, даже одних баурсаков у нас очень миллион видов заквасок, как это правильно делать. Это все нужно возрождать, это все нужно сертифицировать, это все нужно вводить в массы, потому что даже элементарно щи баурсак, вот эти мелкие, нечто среднее между чак-чаком и баурсаком, да, такая у них же срок годности большой. Для чего их делали? Именно для того, что кто куда-то шел Очень путешествовать и так прикольно. далее. И я считаю, что очень важно к каждому нашему блюду обязательно история. Вот у тебя есть бутылка с кумысом, напиши здесь историю, чтобы наши дети, внуки, правнуки знали, откуда это пошло. Пока мы еще хоть что-то помним, чтобы наши потомки всегда помнили о том, откуда это блюдо взялось, как оно появилось и каким оно должно быть. Ну вот к вопросу, если вернуться, откуда вдохновение берется, да, для создания вот новой современной казахской кухни, чтобы она привлекала туристов, потому что мы знаем, что туристы едут за новыми вкусовыми впечатлениями, да, они едут за эстетикой, они за новыми вкусами едут. Я, например, очень горжусь тем, что в казахской кухне есть вот канина. Это, вы знаете, это вот действительно экзотика для многих стран, и канина считается одной из диетических, питательных, низкокалорийных продуктов. Вот. И с каниной можно работать, вот, зная сейчас современные технологии, конечно, с каниной нужно работать и держать бренд вот, гастрономический канину, кумыс там, и так далее. Это действительно здоровые продукты, которые могут быть гастрономическим брендом нашей страны. Я хочу сказать, что вот канина, сложное мясо, структура очень сложная, да, вот коллеги скажут, что оно подвергается только тепловой обработке варкой. В мире сейчас, в мире гастрономии варка, она не приветствуется, потому что очень большие потери питательности, ценности, вот, поэтому канина, она только может быть приготовлена методом варки, да, вот технологический процесс, это только варка, вот, поэтому здесь вот нам, конечно, нужно будет для того, чтобы поднять на ранг этот национальное мясо, нужно его поднять, нужно думать, какие-то новые технологии создавать, возможно, это будут какие-то новые оборудования нужно будет. И как-то я вот разговаривала с одним инженером-конструктором, мне было просто такое интересная беседа состоялась, и я говорю, слушайте, вот казахская технология наших кочевников, да, когда в степи выкапывали яму, кумпе-печь, да, создавали, но это тогда в условиях кочевого образа жизни, тогда это приемлемо было, тогда это было очень вкусно, круто и так далее. Но сейчас, когда 21 век, да, век цифровизации, там, индустриализации и так далее. Я говорю, ну, это кумпе-печь никак нельзя нашим вот инженерам, конструкторам перенести как-то вот в какие-то вот домашние оборудования, да, создать. У нас есть замечательно, очень много металла, да, в стране добывается, какие-то заводы, может быть, создавать, может быть, рабочие места, тех же инженеров собирать. Давать такие задания. И я думаю, каждая семья в Казахстане обязательно приобрела бы, наверное, современную какую-то казахскую печь домой, да, это же реализация, это же сбыт, это рынок. И тем самым мы бы сохранили нашу технологию кочевников, да, вот, приготовления мяса вот именно в этой печи. То же самое, очень вкусно можно приготовить табанан. Табанан, когда вот между двумя сковородками бабушки раньше, да, прям на улице, на костре выпекали вкусный ферментированный хлеб.
Вот. Это тоже можно, я думаю, что в домашних условиях там не какие-то печки покупать сейчас современные, да, можно производить наши печи какие-то отечественные, где можно там прекрасно приготовить тот же это банан. Как, да, и, как вафельница, условно. да, Чугунная что-то, что-то, сковородка. да. И это сейчас в 21 веке возможно все. Просто, наверное, нам, специалистам, нужно вот ставить задачу, да, перед инженерами, может, перед производителями, поднимать эту тему, наверное. Потому что, допустим, микроволновая печь, насколько она вредна, мы знаем, да, она есть в каждой семье, да, в каждом доме, в каждой квартире есть. А вот вместо нее бы комби-печь, допустим, какую-то такой мини, да, современную, с электроникой там и так далее, наверное, она бы заменила достойное место этой микроволновой печи. Потому что нам с вами надо в Китай съездить, там быстро все. А я как раз еду. Отличная идея. Нашу ассоциацию уже как раз пригласили подписать меморандум о сотрудничестве. Я вот этот вопрос задам. Да, вот, Артем Владимирович, помните, мы с вами, когда в командировке были, да, в Испании, я всегда вспоминаю, это было очень такое хорошее время, да, когда вот мы поехали, исследовали гастрономию Испании, да, вот, и помните, когда хамон мы с вами дегустировали, что мне понравилось, вот мы приехали, когда в Мадрид, да, большой город, и сразу же посмотрели, а куда же мы пойдем, ну, как мы будем узнавать гастрономию этой страны, посмотрели, а там центральный рынок прямо в городе находится, да, и, конечно, мы поехали туда на рынок, и вот вы правильно, Артем Владимирович, поднимает этот вопрос, приезжая на рынок, можно уже выбрать все национальное, что есть, производится в этой стране, сами мы там же на этом рынке, вот здесь вот прилавок с рыбами были, да, тут были там морепродукты какие-то, Сыр, устрицы были, рыба, сыры были, да. хамоны там. Хамона было очень большое количество, да, сами производители не это продавали. Но мне понравилось, что там же были такие условия, когда вот большой стол, и наша группа села за этот стол, мы на дегустацию купили этот хамон, там такими слайсиками тоненькими, да, несколько видов устриц мы купили. Но самое интересное, мы купили, помните, дегустационный такой херес, да, вот испанское вино херес. Да, То есть да. это такая стоечка, на которой 6 или 7 видов было, прям индивидуально. Маленькие такие рюмочки, и этот испанский херес вместе с этим хамоном мы попробовали, мы поняли, что такое кухня, допустим, испанцев, да? Первое погружение сразу, да, вот Да. зашел, На все. базаре. Именно на рынке, на там рынке. паэлью готовят, прям сразу же Да. могут Но приготовить. я хочу какие-то сказать, что вот блюда. про региональные кухни вы правильно говорите тоже, да, Вероника? Дело в том, что вот в той же Испании, если брать опыт Испании, да, как вот у них развивается гастротуризм, у них получается паэлья испанская, она готовится в Валенсии, да, то есть самая вкусная она считается в Валенсии. Мы это знаем, мы попробовали ее в Мадриде, но она нам не понравилась. Но мы поняли, что в Мадриде ее не так готовят, как, наверное, готовят ее в Валенсии. Ну, то есть, знаете, сразу так в памяти остается, думаешь, ну, в следующий раз, обязательно приехав в Испанию, нужно поехать в Валенсию, чтобы попробовать настоящую их паэлью, которую они действительно возносят в ранг такой национального блюда. Вот, Раушан Ну, или Хамович, смотрите, фиш-барман, да, да, вот как раз-таки то, что вот от вас услышал, мне подвело к мысли, что на наших рынках или в свободном доступе национальную кухню нашу не попробуешь, да, в Казахстане. Ну, Да просто, элементарно наше вино арбавань не везде попробуешь. да. Ну, то есть здесь какая проблематика, что оно не пользуется спросом у местного населения или какие-то вот барьеры есть, чтобы отечественным производителям, тоже есть вот в ИКО, я знаю, первый сертифицированный есть мини-завод по производству медовухи, например. Мгм. Вот Алмаз Сарсибаев Да. делает его. То есть на отечественных рынках его нету, да, заполнено другими там продукциями и так далее. То Вот есть я понимаю, я, знаете, до этого говорила уже 2 раза, наверное, сейчас 3 повторюсь. Каймак, клигей на столе у нас не стоит, но зато у нас стоит турецкий айран и так далее. Еще раз повторюсь, нашим казахстанцам почему-то интереснее кушать суши, пиццу и стейки, нежели нашу казахскую кухню. Бабушки, вот если я к бабушке прихожу, о, опять ожики, эти баурсайки с этим клигеем кушать, фу, да, жирное и так далее. То есть вот, все идет из семьи. То есть как бы государство не старалось что-то внедрить, как бы повара не старались это все придумывать, вдохновение где-то черпать и так далее, пока мы дома себе не поймем, что казахское это вкусно, казахское нужно делать модным, казахское это полезно, казахское это дорого, потому что это все из натурального. Вот, наверное, только тогда и начнется развиваться не только гастрономия с туризмом, но и, в принципе, все казахстанское.
Я еще вот бывала в стране, где, допустим, вот проводят карнавалы какие-то, да, вот связанные с каким-то вот урожаем, допустим, да. Вот и тоже хотелось бы, чтобы у нас в стране, в Казахстане, проводились какие-то карнавалы, например, тот же майский кумыс, допустим, да, если уже прям брать. Копар у нас Ведь проводят. Ведь смотрите, Да, самый ценный есть, кумыс это майский, после зимы, когда есть. на пастбище, да, свежую травку кушает, допустим, Есть да, такие допустим, фестивали. кобыла, и она дает свежее, вкусное молоко кобыле, то я думаю, что вот здесь вот нужно какие-то фестивали устраивать. Вот представьте себе, знаменитый повар, И да? приглашать туристов. Шеф-повар в Казахстане не знает, что есть такие фестивали. То есть их настолько местечково Они проводят, маленькие, да. настолько ограниченное количество людей об этом знают, что все об этом... Мы бы с удовольствием с вами проехали 50 и 100 километров, чтобы попасть на этот фестиваль, чтобы попасть на этот кокпар при этом фестивале, Казахшак Курес, там же васыки можно поиграть, там же баурсаки пожарить, покушать. То есть вот это нужно А вам возрождать. вот не кажется, что это все есть, но Но мы оно об этом должно не чуть-чуть нараститься мясом или как, не знаю, проверку временем пройти? Те же Хамузмурындык, который в Улутауской области проводится, он где-то вот, ну, 2-й или 3-й год Да. провелся, да. Он будет проводиться и дальше, если местные власти, местный турбизнес, да, будет активно его продвигать, и он на самом деле в оконцове он будет узнаваемым, то есть он уже забьется в наших головах. Он То же самое, приживется, да, народ, приживется. да, И приживется народ. я знаю, что вот Южный Казахстан, там Шымкент и Туркестан В прошлом году делают великолепно, гастрофестивали. великолепно Жан Тайхазан. сделал. Тайхазан – это одна история. Вторую историю я просто была поражена, это Ултык Казах Геймс, где было возрождение Би, Онер. Мы как раз занимались направлением Ултык Тагам. Невероятная еда. Возрождение лучники там были, и васыки играли. Но это надо не только в Туркестане проводить, это надо в каждом городе, в районном центре проводить. Причем с районных центров в область, с области в город, с города на республику. Это нужно, это люди хотят. Я вот сейчас смотрю, раньше у нас в детстве мы постоянно в лянгу играли. Хоть девочки, хоть мальчики, васыки, юрица. Помните, да, мы там олово заливали туда. Сейчас же это не делают, сейчас столько телефона у детей. Это нужно делать, просто выезжать куда-то, показывать нашим детям. То есть это нужно возрождать, это должно быть. И, наверное, вот эту тему фестивалей и глобальных ивентов подытоживая, можно сказать, что в следующем году у нас пройдет мега крутой большой ивент. Это 4-е игры кочевников, да? Вот, который в Турции был в этом году или в прошлом году. В этом году в Казахстане. В следующем году, да, будет в Казахстане. Опять И в Чимкенте. Опять туда приедет ограниченное количество людей. Это все классно и здорово. Но давайте это делать в каждой деревне, в каждом дворе, в каждом районе, в каждом микро. Вот смотрите, элементарно, Наурыз праздник, да? Вы заметили, что у нас сейчас он в каждом дворе практически проводится? Кто-то казан выставит, кто-то баурсаки вынесет, но мы стали уже в каждом дворе, в каждом вот микрорайоне, районе это проводить. Несмотря уже на городские мероприятия. Нужно просто показать это людям, показать это жителям, они это просто перехватят и все. Вот майский кумыс, это же круто и здорово. Представьте, чтобы... Да, вот майский кумыс, я сейчас вспоминаю, как вот мы говорим, да, праздник молодого вина Бужеле, да, вот молодое вино, там какой-то четверг октября месяца каждый год проходит, после сбора урожая проходит праздник молодого вина, то есть это прям по миру этот праздник идет, и идет презентация этого французского вина молодого именно по всему миру. Ну, у нас тоже это можно делать именно с майским кумысом. Я думаю, что здесь, наверное, больше полезности будет. Вино ферментированный продукт, кумыс ферментированный продукт, это очень полезные продукты. Ну, просто как это все можно преподнести, нужно будет над этим подумать. Да, у нас есть что показать миру, у нас есть чем гордиться, нам нужно этим делать. Надо, заниматься. Получается, активно выстроить событийный ряд во всех регионах. Обязательно нейтрально повысить, pH понизить, чтобы он был ближе к нейтральному. Да, да. Чтобы можно было это на весь мир показывать. Как бы был выбор и крепкого, ну и те, которые первый раз его пробуют, чтобы они его с пониженной кислотностью попробовали. А потом уже сказал, больше. 2-3 кобыла, да, вот я уже говорю, давно исследованием занимаюсь. И все европейцы, которые приезжают, у меня есть в данный момент 2 вида, да, хумуса, которые вот молодой, который вот-вот-вот, да. И европейцы приходят, я сейчас всем официантам сказал, говорю, наливаем только молодой. И они пьют, им нравится. Да, да. И им нравится, они заказывают еще заказывают. Но если ты европейцу дашь крепкий, он все.
Он даже Он дальше есть не забудет. сможет. Вот это просто будет другое. Фатально. Наши приходят, ребята, которые такие Наоборот, крепкие, он давай нам крепенький, хорошенький. Вы знаете, я недавно столкнулся с кумсом, который год хранился, представляете, его год пьешь, то есть год он хранится в стеклянной банке, в земле, в подвале, это в погребе, потом через год открываешь этот кумыс, пьешь, он прикольный кумыс. Он крепкий, реально его пьешь, и там он достаточно такой, ого-го. То есть такие тонкости нужно тоже понимать Да, будущим да. рестораторам, кто собирается Да. делать свой гастрономический бренд и так далее. Вот, Ой, и элементарно, еще да. я хотел сказать, очень интересно, я на форуме выступал по этому вопросу. Мгм. Нам надо воспитывать еще культуру среди детей. Это в первую очередь. Потому что вы обратите внимание, как сейчас, чем мы питаемся, кормим детей. Фастфуд. У меня сын говорит, я не хочу уже на дни рождения ходить одноклассников, потому что там пицца, Фри. фри И это кола. и Наггетсы. Есть не могу, говорит. Ему исполнилось 9 лет, говорит, папа, привези баурсаки и бишпармак. И я ему, когда было день рождения, вы привезли, и дети такие, а это что за блюдо? Детям по 9 лет, они не знают, что такое бишпармак. Некоторые, потому что они привыкли. А вы обратите внимание, тои, которые проводят, детские столы накрывают, что там, наггетсы, фри, Фри. пицца. Вы так не любите детей, что ли? Я вообще не могу понять. Как можно такое кормить постоянно детям? Зайдите наверх, я был в Евразии 3. Зашел наверх, как-то фастфуд, у меня дети говорят, мы хотим покушать. Я говорю, ну давай на 3-й этаж поднялся, там есть ничего. Да. Пицца, наггетсы, фри, наггетсы, Ни фри. в одном ТРЦ нет нормальной еды. Это как так можно? это Где-то вообще? избушка есть более-менее еда, а везде одни фастфуды, стритфуды. Можно сделать фастфуд казахский. У нас есть баурдак же проект, ты же знаешь, там в баурсаке каурдак, но это жирно для ребенка. Можно все это сделать, национализировать, сделать казахский фастфуд, стритфуд и так далее. На самом деле, насчет жирности вопрос очень такой спорный, Рушан Байдуллина. Как вы думаете, наггетсы пожарены в непонятном каком масле? И Вообще каурдак, абсолютно, нет, я да. согласна, да. Или Я не ем вообще пожаренный, да, фастфуд. или Тём, ты же пожаренный знаешь. там Или нормальный каурдак, баурсак, да. условно, на сафроновом масле, если пожарить, и каурдак на натуральном. Что будет А полезнее? каурдак и так на натуральном, он на жиру, Ну, собственно. я думаю, Нет, что- по полезности, конечно, каурдак полезнее, чем наггетсы и фри. Ну, вы знаете, я понимаю. хочу сказать вот что. Смотрите, если, допустим, готовить курдак, да, вот, добавить ему нотки новых специй, которые мы сейчас знаем, да, то есть вкус вообще становится другим, он становится изумительным, он становится вкусным. Но я всегда говорю, что курдак или там мясо нужно подавать с овощем. То есть обязательно какой-то растительный продукт должен быть присутствовать. Возможно, но Ну, это вот это и опять-таки, есть современная казахская кухня. Опять-таки Если наши- уйти от этноказахской кухни, мы знаем, что она немножечко тяжелая. Бараний жир, баранины очень много там, да, получается, очень много теста, возможно, там, баурсаки там. То есть это для организма немножечко как бы стресс, да, получается. А вот теперь смотрите, Вот по я, жирности- можно я расскажу, да? Я тоже думала очень много, думала над этим, думаю, ведь казахский национальный продукт, блюдо наше, бишбармак, ну как его сделать так, чтобы люди ели его и восхищались им, и оздоравливались. И придумала, я конину готовлю, ее, допустим, да, вот обычным способом. И тесто я просто заменила на овощ, это цукини, который вот через мандолину режу вот такими тонкими слайсами, его вместо теста опускаю в этот бульон, насыщенный концентрированный бульон, вытаскиваю его подаю вместо теста, понимаете, да? Очень хорошее сочетание. Я вот прям очень хочу, чтобы вы попробовали, Артем Владимирович. А я хотел поделиться с вами насчет, упустили, помните, говорили, как реагируют на казахскую кухню Иностранцы. разные иностранцы. Есть исследование, лично мое, которое мы проводили в Дубае 6 месяцев. И чеки, ну понятно, да, кто у нас гости. И я по истечению этого срока я понял, что понятно, что 60% это СНГ. Все заходят, все супер, все и так далее, хорошо. А там процентов 30-20 это европейцы, это европейская страна и так далее. Там. Потом пошли уже там Африка, арабы и так далее, и так далее. Но что хочу насчет китайцев сказать. У нас было блюдо там бишбармак с трюфелем. Один китаец зашел, поел, сфотографировал и выложил все в чат.
Сколько китайцев приезжало? Это было какое-то... И мы теперь всегда знали, когда китайская компания зашла. Там столько было проданных этих бешбармаков с трюфелем, которые мы подавали. Мы трюфельную жайму делали и подавали с овощами, с брокколи, там, с помидорчиками. И Кстати, есть канина. такой бешбармак. Канина очень забавный. хорошо. Канина очень хорошо сочетается с трюфелем. Потрясающе просто. Шикарно. И шикарно. это прям... А вот индийцы, они в основном массе вегетарианцы же, они есть ли в казахской кухне есть что-то вегетарианское? Или у нас Конечно. всё? Ну, я к тому, что вот туроператорам, вот чтобы они знали, есть и национальная кухня, которую вот можно предложить и в вегетарианском стиле, я имею в виду. Просто есть, возникает, они говорят, когда индийцев, они сразу ведут в их кухню или Талкан. Талкан. Ну, кроме Не, ну мы же жент Жент. делали на Ну, кокосовом все-таки они масле. на растительном масле и так Такой далее. жент на из кокосовом. тонкости. Жент на кокосовом масле делал. А, Заместо жент на заместо кокосовом рыбы, да. масле, да, Хорошо да, получается. Лепешки Очень получаются хорошо. очень вкусные. По поводу, кстати, вот фастфуда и каурдака я хочу сказать еще то, что жирный, не жирный это одно, а самое главное, в каурдаке у нас и печень, и каких только нет видов внутренности, да, которые очень полезны на самом деле для детей. Там гемоглобин поднимать и так далее. Только самое главное, чтобы это было все верно приготовлено. У нас Дело в том, насчет... что, смотрите, вот те же субпродукты, да, современные дети, они уже не употребляют, как правило, Очень да? употребляют, им надо их красиво подать. Нет, я Кетчупом тоже залить, очень и много всё работаю, едят. да, И работаю с фрикции. детьми, и я тоже пытаюсь убедить детей, потому что я знаю, что дети становятся заложниками своего здоровья, потому что они не знают, чем вообще нужно питаться. Родился, и уже там чуть-чуть подрос, и уже родители его по всем модным ресторанам, по всем этим фастфудам, и ребенок думает, что так и должно быть. На самом деле ребенок становится заложником своего собственного здоровья. Потом отсюда идут эти большая статистика по заболеваниям и так далее. Вот. И я тоже занималась, у меня есть школа юного гурмана, когда я непосредственно со школьниками работаю, с 1 по 11 класс работаю прям с глазу на глаз с каждым школьником. И я на этом своем курсе рассказываю детям, говорю, дети, вот давайте немножечко сейчас уйдем от нашей пепси-колы, да, или там кока-колы уйдем, да, и давайте мы с вами приготовим какой-то медовый, ягодный, вкусный напиток, и также загазируем его вот в сифоне, и мы сравним, это будет ваш напиток приготовленный, да, а это будет напиток, который вот промышленно сготовит. И вы знаете, когда мы готовили вот эти вот напитки, дети тогда понимали, что это вкуснее, что оно органичнее, что оно натуральнее, что оно действительно вкусно. И я говорю, а почему вы тогда кока-колу пьете? Они говорят, ну нет уже этого напитка. Я говорю, дети, вот вы же теперь можете этот напиток дома готовить. Готовьте, пожалуйста, говорите мамам, говорите папам, покупайте ягодки, лучше давайте сифон У кого купим. нет сифона, можно просто использовать минералку. Возможно, да. Просто с детьми нужно в этом плане работать. Просто-напросто надо детям показывать, что делает Кока-Кола. Мои Кока-Колу перестали практически пить, кроме младшей иногда. Просто я показала, как она растворяет жир в унитазе, там еще что-то, и все. Это у нас в животе, я говорю, представляешь? Конечно, все питание, оно зарождается, привычки пищевые, они зарождаются в семье. Но современная семья, мы знаем, да, что это занятые вечно мамы, занятые папы, это доставка быстрого питания, то есть это быстро где-то пойти перекусить и так далее. То есть уже о сбалансированном, рациональном питании речь не идет, да, как правило. Поэтому дети, они думают, что так и должно быть. То есть это перенимаются привычки, закрепляются пищевые привычки. И, конечно, уже ребенок, который кушает фри, хрустящий, да, такое горячий, хрустящий, да еще там с этим дипсоусом, ребенку курдак предложить, он никогда не будет его кушать. Не будет, потому что это разные текстуры, разные Всё вкусы, из семьи. разное содержание. Всё Да, из все из семьи. семьи идет. А можно вот на 180 градусов перевернемся, вот нашу тему и, наверное, завершающая тема такая небольшая. Вот рестораны с Мишлен, они нам нужны, они появятся в скором времени, что нам нужно для этого сделать и насколько это вообще реально и так далее. Ну, в целом, какие ваши взгляды? Вы знаете, на этот я вопрос? хочу сказать, что премия Мишлен, да, вот эта звезда Мишлен, она разработана в Европе, и она приемлема там, в Европе. То есть там европейские рестораны, они как-то двигаются в стратегии в какой-то единой, да, то есть высокая кухня, там авторская кухня, авторское направление. У нас еще пока этого нету, вот, но я считаю, что нам нужно, вот тому же Казахтуризму, возможно, будет, да, нужно какую-то свою мотивационную премию, какую-то организацию
организовать, Знак чтобы качества. мотивировать наши рестораны, чтобы мотивировать наших поваров, шеф-поваров, чтобы они не останавливались на одном уровне, на достигнутом, чтобы они творили, открывали, создавали что-то. Вот. И тогда получится, что вот эта внутренняя наша, наверное, мотивация, да, на уровне там казах-туризма, может быть, да, и она будет стимулировать развитие вообще гастрономии в целом в Казахстане. Да, как раз таки у нас есть программа «Знак качества». Знак качества, Да. да, в прошлом году вот как раз с господином первый. Аманбаевым мы Да. разбирали этот вопрос. Мы делали в прошлом году премию «Алтын Зайтун». Мгм. В принципе, да, у нас есть, на самом деле, я с вами согласна, что Мишлен это все-таки Европа, у нас абсолютно другой менталитет, другие вкусовые пристрастия и так далее. да. Неорганично, да, к нам А, неприменимо. абсолютно. Я вот сейчас Да, верно, знаю, наши- что при развитии туризма у нас хромает такой вопрос, как сервис, да? Это такая избитая, больная тема, сервис. Вот, и много говорить о том, что у нас нет сервиса, нет сервиса, нет сервиса. Ну, А это что может ты сделала для бесконечно. сервиса в Казахстане? Да, Начнем с бесконечно этого. можно об этом говорить, но Есть его у нас никогда и не сервис? будет. И я стала разбираться вообще в истоках. Думаю, что такое сервис для Казахстана? Каким он может быть вообще сервис? Приемлем ли этот сервис для Казахстана в целом? Вы знаете, я очень много литературы, источников, первоисточников читала, да? Научных трудов очень много перечитала. Я поняла одну вещь, что в Казахстане такого сервиса, как во Франции, не может быть никогда, и не будет, его ожидать не нужно. Потому что француз это не казах, а казах это Да, не потому француз. что, еще раз повторюсь, я на всех лекциях своих тоже говорю, что все-таки вот этот вот сервис, который мы ожидаем, мы видим его в других странах, он, наверное, приемлем в первую очередь, наверное, за счет того, что буржуазный строй, когда был в ранние времена, допустим, во Франции, да, вот, тогда это все перешло потихонечку в современный сервис, да. Вот. У нас другая история, у нас другой менталитет, и в конечном итоге получается, что Казахстан, он славится, казахский народ славится своим гостеприимством. И есть такое понятие, как сердечное гостеприимство, то есть квантовая энергия перехода, радости от встречи от одного гостя к другому гостю. Да? И, наверное, вот эту тему нам больше вот, вместе с казах-туризмом развивать, потому что нужно сейчас поднимать тему казахского гостеприимства. Нету сервиса, но казахи очень гостеприимные. Вот как вам эти два понятия? Да? Вот. Во всем мире все говорят, казахи самый гостеприимный народ, и тут же параллельно говорят, что в Казахстане нет сервиса. Да? Ну, нонсенс, да. Да, нонсенс получается, противоречие какое-то идет. Так вот, у нас же есть наше, полученное от наших предков, да, казахское гостеприимство, когда в степи гость считался там на уровне Бога, да, посланником Бога, когда для гостя самое мягкое, постель, лучшая еда, да, там самое припасенное что-то, все отдавалось гостю. Это и есть гостеприимство. То есть это нужно нам поднять на уровне туризма нашего, да, и нужно будет это уже практиковать. Я сама недавно съездила вот в один из регионов, провела свой авторский тренинг, он называется «Высокий мировой сервис и сердечное казахское гостеприимство». То есть я здесь на тренинге собирала рестораторов и рассказывала, вот слушайте, мы говорим, что нет сервиса, его нет, не будет, и вы не будете, как французы, там, крошки сметать с левой стороны со стола, да, вы не будете там салфеточку эту подавать, вы не будете там по английскому стилю метода перекладывать еду, вы не будете этого делать. Как бы я на тренингах этого не хотела. Вот. Почему? Потому что это не заложено в генах, да, геном у нас не дано геномом. Но у нас есть радость от встречи гостя, да, поэтому каждый официант, он может встречать в ресторане гостя, как будто он у себя дома встречает, и посадить его на самое лучшее место, подать ему самую лучшую еду, угостить его самым лучшим, да, то есть вот это и есть казахское гостеприимство, когда радость сердца, и вот она, радость от встречи передается, эта радость передается искренне от сердца к сердцу, да, называется вот сердечное гостеприимство. Поэтому вот это нужно как раз, я думаю, поднимать, развивать. И чтобы это замотивировать, я придумала сама, вот просто как эксперт вот в этой области, человек, который уже больше 35 лет в этой системе работает, да, очень много работаю со студентами, с коллегами, с рестораторами работаю. Я придумала такую вот мотивационную премию, как тюльпан.
Да? И я говорю, вот моя премия от Раушан Сеитовой, это будет тюльпан. Почему тюльпан? Да потому что опять, если коснуться, это же цветок степи, это наш цветок, получается, казахстанский, дикий цветок тюльпан. Это же тоже туризм, кстати, да? О нем тоже можно еще много говорить. И я хочу сказать, что, оказывается, в Казахстане у казахов есть красивая легенда о золотом тюльпане, чтобы люди были счастливы, да, оказывается, никто не мог вот раскрыть этот бутон тюльпана, а какой-то маленький ребенок искренний, радушный подошел и раскрыл, это, дотронулся до этого тюльпана, тюльпан раскрылся, и вот из этого тюльпана очень много было счастья для всего казахского народа. То есть казахский народ от тюльпана получил как бы счастье. Ну, это легенда, да, она очень красивая, такая еще долгая, такая легенда содержательная. Вот, и я когда рассказываю эту легенду, и вот символом этой как бы мотивации, да, я сделала тюльпан, вот, и просто выдала сертификаты, которые проходили мои тренинги, кто понял, что такое казахское гостеприимство, кто получил стандарты высокого европейского сервиса, да, вот из моих первых рук, они получили эти сертификаты. Я сейчас буду, конечно, продолжать эту тему, я, конечно, я хочу сказать, что люди, вот, которые присутствовали, да, специалисты, которые присутствовали, вы знаете, сколько огня было в их глазах, сколько было вот радости, что они получили вот эту вот премию какую-то, да, и дальше нужно продолжать. То есть абсолютно согласна, что нужны конкурсы, нужны премии для того, чтобы для мотивации людей и так далее. Но я категорически не согласна, что у нас в Казахстане нет сервиса. У нас начинается встреча гостя с гостеприимства, продолжается она сервисом. Во время того, как у нас начинается сервис, мы начинаем зарабатывать, то есть официанты начинают зарабатывать. Да, действительно, сервис у нас не как в Париже, он совершенно другой. И говорить о том, что в Казахстане нет сервиса, я тут раз разговариваю по поводу выступления депутата нашего, который сказал, что в Казахстане нет сервиса, за что дерут столько денег, да? Что вы сделали для сервиса в Казахстане? Первый вопрос. Во-вторых, если взять сервис в Казахстане 10 лет назад и сейчас, это небо и земля. Мы с каждым днем становимся все лучше и лучше, и на самом деле сервис он есть и будет, и еще лучше будет. На самом деле это важно и нужно для того, чтобы развивать культуру. И сервис у нас, извините, в X веке нашей эры, да, в Атраре у нас был уже водопровод. То есть как бы сказать, что мы прям совсем бескультурны, у нас нет сервиса, невозможно. Тот же сервис, если взять любую нашу келин, которая дома чай наливает, вот это вот высший сорт сервис, правильно? Поэтому просто этот казахский наш сервис, который вот келинский сервис, его просто нужно внедрять в заведение общественного питания. Гостеприимство это другое. Это в начале, когда мы приветствуем гостя, а сервис уже идет после. Ну, здесь я хочу сказать, вот слово официант, он, наверное, в ресторанах Казахстана неприемлем, да, и я вот тоже пытаюсь говорить, наверное, слово официант нужно конак, катуше, конак, есе, наверное, вот так вот, как-то, и это мотивирует наших... В селах говорят катуше, реально. Да, катушу говорят, да. Так нужно будет переименовать, и, возможно, ассоциацию тоже взять это вот на заметку себе и поработать вот над этим вопросом, потому что официант там уже там... Предлагайте, будем внедрять. Да. Это действительно над этим надо... Немножечко стереотипы надо менять, и вот казахское гостеприимство, когда уйдет слово официант, оно действительно будет жить и работать, и молодежь пойдет работать, и люди будут работать. А у нас в заведениях общественного питания больше всех зарабатывают официанты. Именно те, у которых дома келинок много, которые радушные, и у них у всех 15 айфоны. Я хотел сказать насчет Мишлена, высказаться. На самом деле, посмотрите, как соседняя страна развивалась и как она пришла к Мишлену. Да? Там повлекли некоторые события, которые потом, впоследствии были то, что был запрет на весь импортную продукцию. Из-за этого очень хорошо стимулировалось, государство стимулировало сельское хозяйство в бешеных количествах всех производителей. Все начали производить свои пармезаны, бураты, моцареллы и так далее. И оказалось, все это здорово, все это мы можем сами. Естественно, начали выращивать то, что не одну морковку, а 10 видов. Я вот пятый год здесь прошу выращивать не желтую свеклу, так и никто не выращивает, да? Вот, хотя вполне возможно. И когда это огромное количество уже сельского хозяйства, продукции уже стало появляться, параллельно ребята талантливые, все хорошие прошли стажировки в Европе, в Америке и так далее, в Перу, у знаменитых шеф-поваров, они
нас познали все эти техники, технологии и так далее, приехали и взяли все свои знания, применили с этими продуктами, с локальными, с местными, Да. и сделали свой вкус, свой национальный вкус. И это не просто там на базе 1 года, а в течение нескольких лет это все делалось. И потом Мишлен посмотрел, что есть, почему бы нет, почему бы не Взрыв зайти. гастрономии был, да. Да, понятно, что это все определенно есть такие политические моменты, но тем не менее, я думаю, что в будущем, если правильно будет развиваться индустрия, может Мишлен и зайти. Но только это не завтра, и не послезавтра, и Да, не не через завтра. год. Это 4-5 лет. То, что касательно сервиса и казанского радушия, я абсолютно согласен. Там не обязательно знать, с какой стороны тебе там подмести да, или да, там да, еще да. что-то. Главное, настолько классно встретить гостя, чтобы в глазах горело у тебя все. Но это главная любовь. Это любовь к профессии. Это любовь, это любовь, которая должна зарождаться с детства. Вкус, любовь. Это даже, вот я говорю, это любовь Акима к поселку, к гражданам. Когда ты будешь любить свой поселок, и граждане, которые будут любить свой поселок, не бросать целлофановые пакеты, которые по всей твоей родной степи разлетаются, пакеты мусора, как невозможно. Люди, вы посмотрите, как они отдыхают. Это же кошмар, что происходит. Я недавно ездил, собирал грибы в Акуль, я собрал целый мешок пластиковых бутылок. Ну, блин, вы что делаете вообще? Лет Замечательно. 5-6 назад, когда, допустим, в Париже седовласый гарсон выплывает в ресторане, и все это красиво настолько, и там ты не спрашиваешь, можешь на бургер, он скажет, покиньте мое заведение бургерное через дорогу, да, а наши ребята, официанты, говорят, а что, поднос таскать надо учиться, так вот сейчас они этому учатся. То есть, знаете, вода камень точит, все потихоньку, понемножку, нужно поднимать престижность профессии, не только официанта, но и повара в том числе, и администратора и так далее. Нужно уважать друг друга, нужно все-таки любить себя, любить Казахстан, любить свои традиции, любить свои корни. У нас все это великолепно заложено, просто это нужно применять и не стесняться тем, что ты казах, а гордиться. Спасибо. Ну, я хочу Сильные слова. пожелать, да, я хочу пожелать и телезрителям, и нам, специалистам, чтобы мы все-таки возрождали наше казахское гостеприимство, наш туризм, чтобы процветал, чтобы больше и больше туристов приезжали в наш Казахстан. И вот у меня такая идея тоже очень интересная такая есть, ведь Казахстан — это многонациональное государство. Если мы рассматривать Японию, то это мононациональное, да, то есть одно национальное государство. У нас много конфессий, много народностей живут. Ведь нашу кухню казахскую мы же можем ее коллаборировать, да, с другими народностями, которые живут в нашей стране. И тем самым опять-таки привлекать туристов и говорить, а вот в этом регионе у нас там идет, допустим, казахско-татарская кухня, да, развивается, и она бы еще насыщеннее, богаче была бы наша кухня. А в другом регионе, может быть, там казахско-американская кухня, да, допустим, ну и так далее, и так далее. То есть креатива очень много, и возможности очень большие есть. Почва Просто благодатная. надо, да, реализовать. Спасибо нашим гостям. Любить и работать надо. Обязательно. Да. Пахать 24 Туризм — на дело 7. каждого. У нас именно в этом направлении очень много перспектив и очень много идей, которые надо, вот там непаханное поле, надо вот заниматься, новые инициативы предлагать, их доносить до нужных министерств, до нужных людей. Ну и да и в целом для всех казахстанцев, мне кажется, этот подкаст был очень полезен в том плане, что надо учиться любить. Поэтому обязательно в новом Министерстве туризма и спорта должен быть комитет общественного питания, и наше СРО может этим заняться Дай вопросом. Бог.